Андрей Львович, соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных судов по экономическим делам, сегодня до сих пор она не прошла через парламент, хотя предшествовала большая пояснительная работа, разъяснительная, что этот закон, в чем его суть и прочее. Но похоже, что не лишним будет еще раз провести какую-то такую разъяснительную работу. И расскажите, в чем суть этого закона, каких групп граждан оно касается? Спасибо за вопрос. Современный мир динамично меняется, меняются общественные отношения. Конечно, задача любого государства активно и эффективно создавать условия для реализации тех потребностей, общественных отношений, которые существуют. Одной из сфер жизни нашего государства, конечно, является экономическая деятельность, бизнес и предпринимательство. Безусловно, это одна из важнейших сфер нашей жизни, в том числе в связи с тем, что бизнесмены и предприниматели платят налоги, государство осуществляет сборы. Благодаря этим налогам и сборам у государства появляется возможность реализовывать свои социальные функции, оказывать поддержку социально незащищенным слоям нашего общества, выплачивать пенсии, пособия, заработные платы бюджетникам. Конечно, в этой сфере, в сфере бизнеса и предпринимательства, постоянно происходят определенного рода изменения. На протяжении всего периода нашего современного государства наш законодатель активно реагировал на меняющийся мир и пытался создавать максимально эффективные возможности для развития национального бизнеса. Развитие бизнеса, оно само по себе многогранно. Одной из важных направляющих развития бизнеса, конечно же, является создание так называемых гарантий реализации предпринимателем своих функций. И таких гарантий очень много. Одна из гарантий – это, разумеется, гарантия возможности судебной защиты при появлении определенного спора или конфликта хозяйствующих субъектов. Это международная практика. Совершенно верно. Я не зря сказал о том, что на протяжении всего периода времени наше государство по возможности создавало максимально комфортные условия существования и развития бизнеса, в том числе и нормативные условия. Наверное, одним из важных этапов в контексте обсуждаемого вопроса является принятие, конкретно в рамках данного вопроса, части 3 Гражданского кодекса Республики Абхазия, это 2014 год. Очень важным было нормативное решение принятия Народным собранием парламентом Республики Абхазия арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, который был принят в ноябре и вступил в силу в декабре 2014 года. Этот важный кодифицированный нормативный акт законодатели заложили в него очень прагматичные вещи, которые были нацелены в том числе и на потребности того года, того периода, и на потребности последующих лет. Так вот, хотел бы обратить ваше внимание, что весьма прагматично арбитражно-процессуальный кодекс включает в себя большое количество статей, которые регулируют признание и приведение в исполнение решений арбитражных судов по экономическим делам, по предпринимательским вопросам иностранного государства на территории Республики Абхазия. 262 статья арбитражного процессуального кодекса, о котором я говорил, закрепила в себе, что решение судов иностранного государства может реализовываться на территории Республики Абхазия при наличии договорных отношений. И это абсолютно логично, потому что мы не могли и не имеем права признавать решение иностранного государства в одностороннем порядке. Это паритет и уважение двух независимых субъектов международного права
и признание решений иностранного государства на территории Республики Абхазии в обязательном порядке должно зеркально подразумевать признание решений судов Республики Абхазии на территории этого иностранного государства. В этой связи наши партнерские отношения с Российской Федерацией, развитие, значит, бизнеса, национального предпринимателя в Республике Абхазия, его взаимоотношения, его деятельность предпринимательская с российскими контрагентами, с российскими коллегами привела к тому, что те нормы, которые были заложены депутатами парламента в 2014 году в арбитражно-процессуальном кодексе, необходимо реализовать уже на практике. И, как я уже сказал, по 262 статье для реализации зеркальных мер признания решений наших и иностранных в нашей стране необходимо заключение международного соглашения, международного договора. Мы приступили с нашими партнерами к разработке данного соглашения, были подготовлены определенные предложения, и предварительно одобренный проект было направлено поручение на подписание, и в 2021 году данное соглашение было подписано. Думаю, что очень важно обратить внимание на то, что в тексте данного соглашения указывается на то, что договаривающиеся стороны применяют нормы Конвенции Организации Объединенных Наций 1958 года, широко известной как Нью-Йоркская конвенция, которая в своем тексте раскрывает основные принципы, международные принципы взаимного признания и приведения в исполнение судебных арбитражных решений. Хочу обратить ваше внимание, что присоединились к этой конвенции или так или иначе являются участниками этой конвенции, применяют нормы этой конвенции. На сегодняшний день порядка 170 государств в мире. Причем здесь речь идет не только о развивающихся государствах, но и о развитых государствах. Это государства как Запада, Европы, Китай, Япония, большое количество и развитых, и развивающихся государств. Практика реализации подобного рода соглашений, она в мире очень широко распространена. В том числе потому, что происходят процессы международной торговли, появляются договорные отношения резидентов, которые находятся на разных территориях, и появляется необходимость защиты интересов резидентов, находящихся на этих разных территориях. Отдельно хочется отметить, что 28-я глава арбитражного процессуального кодекса очень подробно описывает процедуру признания и приведения в исполнение решений иностранных судов на территории Республики Абхазия, подача заявления на признание, порядок рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение, а также основания отказа в признании и приведении в исполнение решений иностранного суда. То есть наше национальное законодательство очень подробно описывает важные процессуальные вещи, которые необходимы для того, чтобы максимально гарантировать нашему национальному предпринимателю защиту его интересов при возникновении коммерческого спора двух хозяйствующих субъектов. То есть это не так, что, вот, допустим, российский суд принял решение, можно будет апеллировать, да, там? Или вот принял суд решение и все, безоговорочно? В том случае, если данное соглашение будет ратифицировано и вступит в силу, процедура будет следующая. В случае, если гражданин Республики Абхазия, наш предприниматель, подчеркиваю, здесь все вопросы связаны именно с предпринимательской деятельностью, обращается в суд Республики Абхазия, в котором рассматривается дело по существу, он проходит все инстанции в своей стране, в данном случае в Республике Абхазия. Решение вступает в силу, и после того, как решение не обжаловано и вступило в силу, наш гражданин имеет право обратиться с заявлением в Российскую Федерацию о признании этого решения и приведении его в исполнение. Обращаю ваше внимание, когда мы говорим о признании, суд иностранного государства не будет пересматривать это дело по существу, а признает это решение и приводит к его исполнению и применению. Что вызывает тревогу у общества?
В том числе в рамках телевизионных дискуссий слышал опасения, связанные с тем, что данное соглашение, которое подлежит ратификации, воспринимается как риск того, что значит, это соглашение будет затрагивать чуть ли не все сферы нашей жизни. Данное соглашение называется «Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам». То есть данное соглашение не затрагивает физических лиц, их деятельности, там, их кредитования и так далее, жилища, частной жизни ни в коем случае никак не затрагивается. То есть это история, которая исключительно связана с предпринимательской и иной коммерческой деятельностью. Если речь идет о кредитовании, есть виды кредитов. Есть потребительские кредиты, есть кредиты ипотечные на приобретение жилья, есть кредиты, связанные с бизнесом. В данном случае речь идет о том, что бизнес – это всегда наличие либо юридического лица, либо зарегистрированного индивидуального предприятия. Бизнесмен из Абхазии, допустим, да. Взял кредит в российском банке. Ну, вот там не выплачивается этот кредит, допустим. И банк может повлиять на ситуацию через эти суды, этой инстанции? На наш взгляд, данное соглашение может открыть дополнительные возможности для нашего национального предпринимателя. Связано это с тем, что сегодня в Российской Федерации большое количество банков, коммерческих банков, у которых есть достаточно привлекательные коммерческие предложения, связанные именно вот с бизнесом. Это невысокие проценты и длительные сроки возвращения данных кредитов, с одной стороны. С другой стороны, бизнес в Республике Абхазия является достаточно рентабельным. Прежде чем выдать кредит, связанный с бизнесом, для банка очень важно оценивать две вещи. Вещь номер один – это рентабельность финансовой модели того проекта, который банк кредитует. И второй важный аспект – это риски, которые заложены в любом бизнесе, в любом предпринимательстве, насколько у банка есть гарантии возврата своих средств в случае появления определенных трудностей. Соглашение, которое фактически приводит в действие 28 главу Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, то есть реализует наше национальное законодательство, норму, которая была заложена в 2014 году. Соглашение, которое в той или иной мере, значит, реализовывается в рамках Нью-Йоркской конвенции 1958 года в 160-170 странах по всему миру, является хорошим подспорьем для нашего национального предпринимателя, для бизнесмена, который устанавливает и развивает экономические взаимоотношения двух государств. Это соглашение гарантирует защиту наших бизнесменов и предпринимателей в их предпринимательской деятельности, гарантирует защиту тех денежных средств, которые он вкладывает. Ну и, наверное, не менее важным может оказаться вопрос, связанный с тем, что решение Абхазского суда будет исполняться на территории Большой Российской Федерации. Если данное соглашение будет ратифицировано и вступит в силу, у наших предпринимателей будет выбор. Выбор будет связан с тем, что где будет проходить суд в случае возникновения, значит, спора хозяйствующих субъектов. И в данном контексте есть так называемые общие условия. Под общими условиями понимается, что если не прописано в самом договоре, где будет суд, то наступают общие условия. А общие условия подразумевают то, что суд будет происходить на территории той страны, где находится объект предпринимательства, то есть, как пример, гостиница,
Второй момент, где зарегистрировано юридическое лицо. Ну, очевидно, что оно будет зарегистрировано на территории Республики Абхазия. И говорить о том, что по абсолютно там, любому вопросу в рамках там, совместного предприятия иностранный гражданин может просто, когда ему захотелось выехать и подать в суд на территории другого государства, но это неверно, потому что наше процессуальное законодательство такого не устанавливает. В том случае, если при создании учредительного договора, заключении контрактов на момент договоренности, значит, контрагенты захотят для себя заранее, договаривающиеся стороны захотят заранее определить место проведения судебного разбирательства, в рамках и этого соглашения, и нашего национального законодательства такое право есть. То есть я могу сам для себя сказать о том, что вне зависимости от того, с кем я заключаю договорные обязательства, в случае возникновения спора, спор будет происходить на территории Республики Абхазия, в суде, который находится на территории Республики Абхазия. И по вопросам применения права, у нас Гражданский кодекс, часть 3 в статье 1196 устанавливает выбор права сторонами договора. И здесь речь идет о том, что стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению. А 1187 статья – это уже личный закон юридического лица. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо. То есть вот в этом плане мы нашим гражданским законодательством и арбитражно-процессуальным законодательством защищены. Очень важно обратить внимание на то, что данное соглашение не затрагивает деятельность физических лиц. То есть микрозаймы, кредиты физических лиц, ипотечное кредитование и так далее никаким образом не регулируются данным соглашением. Еще раз повторяю, что данное соглашение направлено исключительно на предпринимательство и иную экономическую деятельность. Андрей Львович, спасибо большое за разъяснение. Я надеюсь, что все это услышат и поймут, что действительно, в общем-то, никаких отрицательных моментов нет в этом законопроекте. Спасибо.